Была такая история, что в 1999 году ты был одним из организаторов, и мало того, что организаторов, но, насколько я знаю, идейным вдохновителем фестиваля осетинской эстрадной песни, да? Свирель Ацамазова. Почему у тебя вдруг появилась идея проведения такого фестиваля? Что тебя сподвигло к этому? Эта идея не появилась у меня, я не имею отношения прямого к авторству. Эта идея появилась у Алана Чочиева. Я же был исполнителем, вернее, одним из исполнителей. Многие принимали участие. Коллективы и не только коллективы, но и сольные исполнители, да, Севера Осетии, Южной Осетии принимали участие и в первом и во втором фестивалях. Вот тот же Суслан Кулумбеков был участником. Твоя личная мотивация, почему ты вдруг так активно, как ты сам говоришь, стал принимать участие в организации, в проведении этих двух фестивалей? Те люди, которые являлись инициаторами этих мероприятий, они очень мной чтимы. Не знаю, вот у меня был опыт, да, организационный из кино. Эти фестивали задумывались, да, не мной, я повторяю, да, это, во-первых, Алан Чочиев, Сарчика, Бонбарон, Славик Гавой, Тамара Кайтова. Они это задумали, фестиваль, изначально первый фестиваль, и идея состояла в том, чтобы, во-первых, показать другое направление музыки, более современное направление осетинской музыки, именно на осетинском языке. То есть акцент делался на язык осетинский. Каких-то новых музыкальных стилей, конечно, никто не ожидал вот на этих фестивалях, но сам факт того, что в Осетии может быть современная музыка. Вот эта задача бы решала, в первую очередь, конечно, решала задачу сохранения и популяризации осетинского языка среди молодежи. Сами тексты песен, да, у нас поэзия очень мощная, да, осетинская поэзия очень мощная, просто ее никто не знает. А через песни мы также познаем высокую, это не громкие слова, поэзию. Ее надо популяризировать. И особенно через песни. Я сам через осетинскую песню узнал многих поэтов. Да. Ну, как только я песню услышал, я сразу думаю, кто это написал, чьи-то слова. И сразу начал искать авторов. И через это с другими произведениями их ознакомливался. На мой взгляд, у нас есть уникальное направление в музыкальной осетинской культуре. Оно называется зармон. Ну вот скажи, пожалуйста, как ты столкнулся с этим явлением? Первый вопрос. И второй. Твое видение вообще, что такое зармон? Как ты его понимаешь? Дай, пожалуйста, свое определение. Зар – это песнь. По-осетински мон – это дух. Зармон – это песнь о духе, то есть песнь, которая несет в себе не только какие-то интеллектуальные, философские идеи, но еще она несет в себе определенный энергетический заряд, очень мощный. И исполняется весьма духовным человеком. То есть духовность в
понятии зармон – это есть высокая вибрационность, утонченность исполнителя, то есть утонченность, духовная утонченность. И вот духовная мощь. В принципе, зармон – это, если я скажу, что это музыкальное явление, здесь то это будет очень узко на самом деле. Это даже какое-то социальное явление, потому что оно требует от творческих людей, которые пробуют себя в этом направлении, определенного, даже определенные нормы поведения, этики там, и прочее, да, определенных моральных качеств, даже. И вот смотри, как опять же интересно получается, что именно Мурат Жусоев, ну, наверное, это опять совпадение или я не знаю что, оказался основателем вслед другого явления, тоже уникального, наиуникальнейшего, я бы сказала, который очень созвучен зармоном, но называется он Монзар. И я думаю, что ты сейчас об этом тоже скажешь, как же так оно опять получилось? На самом деле все было просто. Я Алану говорю: Алан, почему зармон, а не Монзар? Ну, это... И вдруг я понял, что Монзар несет в себе несколько иную смысловую нагрузку и духовную. И здесь главное состояние, опять-таки. В Монзаре потом, когда мы ее как-то обосновали, оформили, выяснилось, что главное состояние, в каком состоянии поет исполнитель, в каком состоянии пишутся тексты, в каком состоянии приходит музыка или сочиняется музыка, в каком состоянии энергетическом состоянии находится исполнитель. Во-первых, тебе спасибо за то, что ты за эту беседу, за ответы на вопросы. Мы так или иначе, все равно в нашей беседе ты упоминал несколько раз, постоянно, можно сказать, Алана Чочиева. Что такое, кто такой Алан Чочиев? И у него, говорят, скоро день рождения. Что бы ты мог пожелать? Ну, тяжело говорить, знаете, вот как-то в двух-трех фразах. Как-то я прихожу к Алану Чочиеву. Я говорю: Алан, что ты пишешь? Я говорю: Алан, что ты пишешь? Он говорит: я пишу катехизис для Аздина или Уаздина, какого-то из этих. Я говорю: и что ты сейчас пишешь? Я, говорит, пишу определение Бога. Я смотрю, я говорю: и сколько это у тебя займет? Он говорит: ну, страницы, 1,5-2 страницы. Я говорю: ты что, Алан? Я думал, ты управишься одной фразой. Он говорит: как? Вот я тоже говорю: как? Как? Как можно в 2-3 словах? Я скажу, что это явление. Вот, на самом деле, я не потому, что у него день рождения, не потому, что кто-то будет смотреть его близкие и так далее. Я это везде скажу и не постесняюсь этого сказать, не потому, что там он мой друг, приятель и прочее. На самом деле Алан Чочиев это явление. Вот есть явление, вот есть зармон, это явление. Алан Чочиев это явление. Равно как и есть другие люди, которые есть явления. Ну, о них нужно говорить отдельно. И я очень рад, что что я знаком, что я современник, и более того, я знаком и даже в приятельских, дружеских отношениях с некоторыми из этих людей. А таких у нас достаточно. А что бы ты ему мог пожелать? Я, во-первых, ему пожелаю здоровья, я думаю, хотя я давно не желаю здоровья, желаю удачи и успеха, счастья. В общем, я ему желаю удачи. Потому что можно быть здоровым, но неудачливым. Поэтому удачи, Алан. Амучину кадай касыс, кадам касыс, антышчину. Ави амучин квайвадан тышчин дарджина, наниз джинаттар дамджини малшидыр. О.